Мы этот вопрос обсуждали и на наблюдательном совете, и в комитете стратегического планирования, и непосредственно и на правлении. Я должен подчеркнуть, что республика к этому готова. И мы сами настаивали, чтобы эта позиция была выработана и четко для себя представляем эту картину таким образом. Во-первых, если мы считаем, что эта компания наша должна оставаться ведущей мировой компанией в алмазном бизнесе, мы должны понимать, что компания все-таки должна диктовать условия. Так, если мы сегодня для себя определили цели компании только в интересах Якутии, то есть лишь бы платить налоги, лишь бы получать доходы и реализовать, это одно дело. Если мы говорим, что эта компания должна решать эти задачи, включая в том, что они должны оставаться ведущей в мире и с учетом данной перспективы. То есть сценарий развития просматривается по двум направлениям. Если я, руководитель субъекта, говорю о том, что вы платите налоги сколько надо, вот мы запланировали вам 40 миллиардов рублей налогов, платите и все, как хотите. Они это могут выполнить. Они могут увеличить добычу, увеличить реализацию, независимо от конъюнктуры рынка. Для этого что надо? Для этого надо сегодня конъюнктура рынка такова, что по той цене, которая появилась, продаются алмазы, они продать не могут. Потому что сокращается покупательный спрос. Тогда компания вынуждена будет снижать цену, продавать и выполнять те условия. То есть первый сценарий, то есть мы говорим, снижайте цену, как покупательная способность создается, и продавайте. То есть может 20%, 30% снижать цену и двигаться дальше. Это они могут сделать. Но есть второй сценарий, который говорит, вот нам важно, что компания всегда работала прибыльно, компания, чтобы работала устойчиво всегда. Давайте остановитесь на этой цене, дальше не снижайте. Ждите улучшения рынка, диктуйте это улучшение рынка. Вот с этой точки зрения компания выбрала второй сценарий. Потому что мы им подсказали, мы просим, потому что компания сегодня должна все-таки создать условия и дальнейшее развитие. Поэтому они сегодня снижают объемы, снижают продажу, но при этом в зависимости от конъюнктуры рынка. Но мы предполагали, что это событие произойдет в 4 квартале. Прогнозировали, что это произойдет. Но это не произошло. Поэтому сегодня обязательства 2016 года, с учетом корректировки, которую мы определяли, определенно какое-то снижение будет, они выполнят по налогам. Одни налоги сократят, другие налоги увеличат. Поэтому мы по итогам 2015 года все будет, мы считаем, нормально. Так, а что касается 2016 года, то мы это именно по этим планам, сценариям и будем вести себя в компании, и такое же требование будем ставить. Сегодня компания вот этот сценарий выработала. И сейчас, в зависимости от конъюнктуры, которая создается, а конъюнктура, она не такая, как была в 2009 году. В 2009 году весь мировой рынок упал. Тогда была такая системная проблема. А сегодня, если посмотреть, то смотрите, Индия и Соединенные Штаты Америки поднимаются в экономике, а Китай как бы стабилизировался, а Европа испытывает сложности. От этого зависит и рынок. То есть сегодня говорить о том, что везде развалился рынок, или обвал идет и рынка, это нельзя говорить. Поэтому все это компания видит, смотрит и занимается, и думает, что и в 2016 году будет решение приниматься не на ходу и не таким образом, как сегодня пытаются некоторые политики или некоторые руководители предлагать, так не будет. Потом в связи с этим вдруг возникли некоторые разногласия с некоторыми членами наблюдательный совет о том, что по стратегическим направлениям давайте немножко расслабимся, у нас запасов алмазов много, давайте остановим геологии там, и так далее.
это неправильная позиция. Компания должна видеть, еще раз повторяю, как и республика, свою перспективу. На 20 лет алмазы есть хорошо, но на этом 30-40 лет алмазов нет, это же плохо. Мы должны видеть дальше горизонта для такой крупной компании. Если совсем алмазов нет, то надо думать, как дальше двигаться, какие перспективные вопросы решать. Вот с этой точки зрения я на заседании правления поставил свои требования. То есть компания должна работать и на будущее, и решать текущие задачи. Тогда и цена компании всегда останется на высоком уровне, и, соответственно, и у людей уверенность появится. Поэтому компании, как было раньше требования, так и сегодня, так и останутся, и сегодня остаются, так и сегодня руководство республики.